Археологами найден пол мавзолея, построенного ханом Узбеком в честь одного из основателей Золотой Орды. Территория, на которую не ступала нога человека с конца XIV века, теперь освоена нашими татарстанскими учеными и студентами-археологами. Завершилась экспедиция Казанского федерального университета. Ну как завершилась? Завершилась в этом году и продолжится в следующем. Работы не початый край. Раскопки проходили в Астраханской области, в окрестностях села Ла-Пас. Ученые обнаружили пол внутренней части мавзолея периода, пожалуй, самого знаменитого хана Золотой Орды – Узбека. Здесь, вероятно, находится захоронение чиновников Золотой Орды. Район известен по письменным источникам как место, где похоронены цари Монгольской империи. Диляра Юсупова узнала все подробности. Это все лежит в земле. Когда люди говорят, это 14 век, вот в 14 веке было такое сделано. Это не краска, это стекло жидкое. Те самые куски мавзолея, которые были обнаружены археологами КФУ. Небесная мозаика видна на расстоянии 40 километров. От Астрахани и заканчивая нынешним Саратовом, это была территория тысячи городов. Город на городе, дом на доме. И построены эти дома были не случайно, а по специальной проектировке. Освоить эту территорию уж очень захотелось ученым КФУ. После нескольких месяцев непрерывных раскопок уже видны очертания и фрагменты интерьера древнего сооружения. Мы нашли 3 погребения, которые были в песочной подушке этого мавзолея. Объясняю на русский язык. Обычно бугор, который там разрушится мавзолей, там разрушится памятник, и потом уже вкапывают погребение, как святое место, считается аулие, туда людей вкапывают вовнутрь. Здесь совершенно другое. Получается, когда сооружали мавзолей, умирали дети, люди умирают, и если мы будем считать, что это люди, которые относятся именно к чингизидам, то есть основатели Золотой Орды чингизиды, то эти погребения, которые там лежат, это дети или взрослые, которые относились тоже к чингизидам. То есть на месте захоронения чингизидов не могли быть другие люди. Уникальность погребения заключается в том, что оно было сделано в период создания мавзолея. Новый взгляд на историю Золотой Орды, ее культуру и архитектуру. К слову об архитектуре. Мавзолей имел высоту более 50 метров, а толщина его стен составляла более 2 метров. Купол покрыт поливой ярко-голубого цвета. Фасад украшен цветочно-растительным орнаментом ввиду того, что в исламе изображение живых существ запрещено. Когда мы открыли пол, по которому не ступал человек с 15 века. То есть, начиная с конца 14-го, начала 15 века, ни один человек этот пол не видел. И вот когда наши студенты начали по ним ходить, мы первые. Мы говорим, да, мы первые. И настолько это их воодушевило, настолько даже жара в 46-48 градусов, это все для них было уже, настолько человек под эйфорией находится, это все красиво, интересно. Ни жара, ни дождь, ни полевые условия. На экспедицию отправились студенты-энтузиасты самых разных направлений. От геологов, историков, геодезистов до географов и биологов, и даже экономистов. Студенты выходили на работу, по-моему, часа в 4 утра. И уже в 7 часов нужно быть на объекте. В 11 уже возвращались с объекта, потому что жара, солнце в зените. Для них это была неожиданность. Реально им было непросто. Но они перенесли достаточно достойно. Каждый вывел что-то для себя. К примеру, каждый географ вел полевой дневник, куда вошли зарисовки рельефа местности. Каждая находка паспортизируется на месте. Есть массовый материал, а есть индивидуальный. Эти находки будут переданы в Музей археологии Республики Татарстан. Первоначально, приступая к этой работе, мы как раз и исходили из важности изучения этого объекта, чтобы понять одно из тех ярких явлений, связанных с периодом Золотой Орды. Понимая масштаб этого комплекса, это огромная территория, около 300 гектар, несколько километров пространства, которое занимает этот мавзолей, эти мавзолеи для нас на сегодняшний день дают основания для начала научных исследований. Теперь перед учеными стоит задача по изучению памятника. К слову, кирпичи стен сооружения в 17 веке были использованы для строительства Астраханского Кремля. Это позволяет нам выйти на понимание того прошлого, которое является нашим общим прошлым. И это вызывает уважение к своей стране, это вызывает любовь, понимание того большого исторического достояния, которое связано с нашей общей историей.
Работа продолжится и следующим летом. Планируется расчистка северного угла мавзолея и фиксация пола внутренней его части. Захоронения должны быть и здесь. Возможно, это позволит не только глубоко взглянуть на историю, но и даже переосмыслить свою жизнь. На нашей маленькой планете за все время проживало где-то примерно около 100 миллиардов человек. Где они? От них должны быть следы, и когда эти следы, и почему они в таком состоянии, эти следы там, под землей? Диляра Исупова, Роман Безменов, 7 дней.